Он ответил на все вопросы. Большая пресс-конференция Юнусбека Евкурова. Глава подводит итоги. Операция «Переразгрузка». В Карабулаке открыли железнодорожный грузовой двор площадью в 6 гектаров. На СДО Деду Морозу встречи главного праздника хотели помешать Леша и Барабас, но активность и доброта маленьких гимназистов отправили злодеев восвояси. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Итоги года в вопросах и ответах. Более 3 часов в прямом эфире. Сегодня Юнусбек Евкуров дал большую пресс-конференцию. Более сотни журналистов, представляющих государственные и частные СМИ республики, блогеры и общественные деятели собрались в нашей телекомпании, чтобы задать вопросы главе Ингушетии по самым важным событиям уходящего года. Так у Евкурова поинтересовались, какие темы недавнего послания президента России Федеральному собранию он считает наиболее значимыми для региона. Ключевыми для нас, для глав субъектов, являлись такие вопросы. Если брать с экономической точки зрения, то, что нам дается возможность регионам создавать мощные, хорошие технопарки для промышленного производства. И если мы зарабатываем хорошие деньги на этом регионе, я имею в виду, и доходы, то все доходы, которые поступают, нам дается послабление на 3 года. Это стимул для регионов. Эти доходы остаются в субъекте, они уходят в федеральный центр, они остаются в субъекте. Одна из самых резонансных тем этого года для республики – введение запрета на похищение невест. Евкуров подчеркнул, власти готовы помочь с трудоустройством тем молодым людям, которые хотят жениться, но у которых не хватает на это денег. Но при этом дал понять, свадьбу нужно играть посредством. Дело не в самом похищении, дело в самом дикости поведения. Дело в самом мерзости поведения. Я могу где-то согласиться, что девушка хочет выйти замуж, и парень на ней женится. Но я не могу согласиться, так как мы верующие люди, с религиозной точки зрения. Если это грех, многие говорят, взрослые об этом говорят, нету денег, чтобы жениться. Ты женись настолько, сколько у тебя есть денег. Этим же не умаляется твоя свадьба, да? Ты превращаешься в мужа, она превращается в жену. Но если, конечно, ты хочешь как все, тогда иди заработай, женись как все. Работать не хочет, ничего делать не хочет, а свадьбу ему подавай. Украл девушку, свадьбу не сделал. А как он собирается жить? Как он собирается жить дальше? Прозвучал вопрос и о границах с соседней республикой. Мы документы направили в Москву для изучения. Документы изучают. Когда это произойдет, мы пока не можем сказать. Ждем результатов окончания работы в Москве, куда мы их направили, согласно закону Российской Федерации, опять же. Это одно. И второе, совершенно никого не должно беспокоить, и нас, и население там, Чеченской Республики, что там с границами. Все живут там на своих территориях, все занимаются, пашут, все ездят на свадьбы, на похороны, к сожалению, которые тоже бывают периодически, в гости друг к другу. То есть ничего не меняется. Изменится что-то, до всех доведу. В том числе и до нас, и я до вас, до всех тоже доведу. Пока все находится в Москве на согласовании. Вот, кстати, об итоговых событиях. Сегодня открыли еще один стратегически важный объект – железнодорожный грузовой двор. Его целесообразность исключительна. На протяжении десятилетий многочисленные большегрузные автомобили создавали в Назране пробки и неудобства на загруженных дорогах. Эта проблема решена. Кроме того, с переносом этого объекта за черту города значительно улучшится и экологическая ситуация в самом оживленном населенном пункте. Фатима Кариева с церемонии открытия. В Карабулаке состоялось знаменательное событие – открытие грузового двора. Административный корпус, складские помещения, площадки для загрузки и разгрузки товаров. Железнодорожный двор позволит увеличить грузопоток, необходимый для реализации инвестиционных проектов. В церемонии открытия принимал участие и глава Ингушетии. Юнусбек Евкуров отметил, что с открытием этого объекта решится проблема, которая существовала 20 лет. Ну, в первую очередь разгружается центр города. У нас в день довольно большое количество больших машин, больших грузовых машин заезжали, проезжали. Да. Поэтому, конечно, разгружает центр города. Во-вторых, мы даем хорошую
транспортную логистику для перевозки грузов и для доступности шаговой в любое направление. Под строительство объекта отведено около 6 гектаров земли. Площадь административного центра около 800 квадратных метров. Это большие кабинеты для обслуживающего персонала, просторная столовая и комната для молельни. Товарный двор – рекордсмен по срокам строительства. В кратчайшие сроки на высоком качестве выполнены все необходимые работы. И сегодня это абсолютно дееспособный и приспособленный элемент транспортной инфраструктуры. Перенос грузового двора был необходим давно, так как старый двор находился в приспособленном помещении. Помимо этого он находился в центре Назрани, а транспортировка по густонаселенному городу горюче-смазочных материалов была небезопасной. Большегрузые автомобили создавали пробки. Перенос грузового двора за черту города позволит улучшить экологическую ситуацию Назрани. Когда выбирали этот путь, непосредственно много обсуждали мы его, открыть его или за пределами Назрани, или здесь открыть. И было выбрано именно вот это в центре республики Карабулак. Это позволит всем нашим предпринимателям экономически выгодно получать свои грузы. После церемонии перерезания ленты Юнусбек Кивкуров принял участие в приеме товарного вагона. Новый товарный двор по площади в 5 раз больше старого. Это не только выгоднее с экономической точки зрения, но и безопаснее. Все грузы, которые будут поступать в Карабулак, они будут поступать безопасно, так как расстояние от Карабулака до Назрановского двора пути отремонтированы и сделаны по самым современным технологиям. Грузовой двор, как мы увидим, он сделан в соответствии с требованиями по грузовым дворам. Ингушетия – это первый субъект России, кому доверили передать грузовой двор в частные руки. Фатима Кариева, Юнус Сычоев, Новости 24. Еще об одной монетке в копилке значимых событий региона. Теперь любые вопросы, связанные с электроснабжением, можно решить быстро и при необходимости получить помощь юриста. Все это стало возможным благодаря открывшемуся в Назрани Центру обслуживания клиентов. О торжественной церемонии подробно расскажет Милана Хашагульгова. Все потребители электроэнергии республики смогут получить в Центре обслуживания клиентов консультацию по любым вопросам энергоснабжения, в том числе о правильности начисления платежей. Также у клиентов есть возможность сверить показания приборов учета электроэнергии, а при необходимости получить и консультацию юриста. Работа в Центре будет вестись как с физическими, так и с юридическими лицами. Мы оказываем услуги, продаем электроэнергию населению и различным группам потребителей. Соответственно, мы должны и повышать качество обслуживания. На сегодняшний день мы можем обслуживать в разы больше потребителей для того, чтобы не создавались очереди. То есть человека быстро, качественно и квалифицированно обслужили. Это наша задача. Предоставляем им счет извещения с задолженностями. Они приходят к нам за помощью, чтобы разобраться, действительно ли есть у них такая задолженность или нет. Мы им оказываем услуги в том, что оператор, специалист по этим вопросам проверяет льготы, все необходимые квитанции, все, и таким образом мы оказываем услуги данным абонентам. Здесь же в центре оборудованы кассы и терминалы для приема платежей за электроэнергию. Если раньше жители оплачивали коммунальные услуги в почтовых отделениях и в банках, то сейчас они смогут это сделать в специализированном центре. Я давала свою папку, она как специалист сельской местности. И вот мне пришло субсидия на счет. Вот я могу в данное время смотреть, сколько у меня идет переплата, сколько я должна государству и сколько я потратила энергию. Центр будет работать в удобном для клиентов режиме, без перерыва, с 8 до 18 часов по будням и с 10 до 15 часов по субботам, с одним выходным в воскресенье. Милана Хашигулькова, Магомед Тедиков, Новости 24.
Строительство еще одного крупного объекта сегодня инспектировал председатель правительства Ингушетии. Он приехал на окраину Малгобека, где возводят жилой район для поздневиков. Это позволит обеспечить жильем еще свыше 800 семей. Абубакар Мальсагов поинтересовался качеством выполняемых работ, оценил готовность детского сада и других социальных объектов, которые строят на территории городка. Со стройплощадки премьер-министр отправился в культурно-досуговый центр Малгобека, где собрались будущие новоселы. Их вопросы в основном касались сроков сдачи квартир, их распределения, обеспечения работы врачей и учителей на новом месте жительства. В этот день, 23 года назад, в России была создана совершенно новая служба – Российский корпус спасателей. Сегодня одно из самых успешных и востребованных министерств, МЧС, отмечает свой день рождения. По традиции, большинство сотрудников в свой профессиональный праздник будут находиться на боевом дежурстве. Один день спасателя в репортаже Индиры Манкиевой. Идрис Даурбеков работает в МЧС около 17 лет. Раньше он был учителем физкультуры, но в 1996 году, узнав, что в республике создается спасательная служба, решил попробовать себя в новой профессии и прошел отбор. Сначала родители были против такого решения, слишком опасная профессия, но потом приняли выбор сына. Вначале были сложности, связанные с тем, что эта работа для меня была новая. Но так как занимался спортом, мне как-то это все чуть-чуть легче давалось, чем кому-то либо. Сейчас Даурбеков спасатель первого класса. Он признается, что каждый раз, отправляясь на выезд, волнуется и боится опоздать, не успеть оказать пострадавшему помощь. Самое трудное в нашей работе – это неудача в проведении какой-то работы, если ты не можешь полностью как-то помочь людям, как-то не получается оказать такую помощь, которую ты хочешь оказать. И не быть на этом месте, когда людям трудно. Идрис Даурбеков говорит, у спасателей есть свои принципы, которым они должны следовать беспрекословно. У спасателей есть 5 основных принципов. Это гуманизм, милосердие, это принцип постоянной готовности, принцип единоначалия и принцип оправданного риска. Друзья и коллеги Даурбекова отзываются о нем как об опытном, ответственном работнике и отзывчивом человеке. Он действительно профессионал своего дела. Он спасатель, дополнительно он имеет специальность водолаз. Неоднократно участвовал в водолазных работах. Идрис у нас не из-за того, что он старше всех, а вообще из-за того, что как человек, он своим отношением, своими делами, как бы его все уважают, любят. На приеме, говорит. Федеральная трасса, произошло ДТП, срочно выезжайте. Понял, принял. После того, как на пульт дежурному поступает звонок о происшествии, у спасателей есть 1 минута на подготовку к выезду. Вся экипировка и инвентарь в этом мешке, который всегда должен быть наготове. Спасатели не ждут слов благодарности. У них не бывает выходных и праздников. Ведь в любую минуту кому-то может понадобиться их помощь. Индира Манкиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Сегодня утром из-за дорожно-транспортного происшествия на федеральной дороге в районе Магасовского круга возникли серьезные пробки. У КАМАЗа лопнуло колесо, что привело к затору на дороге. Проезд и без того был осложнен ледяной коркой, а тут еще и содержимое большегруза превратилось в баррикады. В причинах и последствиях гипсокартонного коллапса разбирался наш корреспондент Руслан Албогачиев. Движение на Магасовском кругу парализовали упаковки гипсокартона. При повороте они выпали из грузовика, который ехал по трассе М-29 в направлении Баку. Во время кругового движения у машины лопнуло колесо, и водитель резко затормозил. Все произошло около 8 утра, когда большинство автовладельцев ехали на работу. Во время прохождения кольца при повороте влево у меня лопнуло колесо на прицепе. Стрельнуло колесо на прицепе. В это время наклоняется прицеп вместе с грузом, наклоняется вправо. Стяжные ремни не выдерживают, и груз уходит у меня с прицепа на землю. Во время инцидента на кругу дежурили сотрудники ГИБДД. Они-то и провели разбор происшествия с участием грузовика. КАМАЗ прицепом совершал маневр на Магасовском кругу, в результате чего с него выпали листы гипсокартона. И это стало причиной образования километровых пробок. На месте дорожно-транспортного происшествия дежурили наряды ГИБДД.
На место происшествия сразу же прибыли работники ЖКХ Назрани. За полчаса они убрали препятствия на дороге и освободили проезжую часть. Гипсокартон сорвался с машины и полностью загородил здесь движение. Когда мы сюда подъехали, через 5-7 минут все вот эти 4 стороны были забиты машинами. Была большая пробка. Ну, мы как же взяли трактора, погрузчики, людей взяли, всех людей мы собрали. Буквально за 20 минут мы ликвидировали вот это все, этот мусор убрали. Происшествие на Магасовском кругу усложнило и без того непростое для водителей утро. Ведь сегодня им пришлось ездить по гололеду и при видимости не более 70 метров из-за тумана, который накрыл республику. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24. Выясняются подробности ДТП в Плиево. Вечером 25 декабря жительницу этого же сельского поселения, 6-летнюю Асю Плиеву, сбили, когда она возвращалась из школы. Сейчас уже известно, что за рулем автомобиля сидел 17-летний Вахан Альгиев. О том, кто виноват и в каком состоянии сейчас находится пострадавшая, узнаем у нашего корреспондента. Жительницу сельского поселения Плиево, 6-летнюю Асю Плиеву, сбили, когда она возвращалась из школы. Все произошло вечером 25 декабря. Подробностями происшествия пока занимается следствие. Сейчас известно, что за рулем автомобиля сидел 17-летний Вахан Альгиев, который проживает в том же селе. Две девочки переходили дорогу, шли со школы домой. Одна машина перед ними остановилась, стала девочек пропускать. Альгиев решил обогнать эту машину. Выехал из-за этой машины, не заметил, что девочки переходят дорогу. Одна из девочек побежала обратно, однако малолетняя Плиева продолжала свой путь, в результате чего не заметила она машину. Девочку сразу отвезли в республиканскую клиническую больницу. Травма оказалась тяжелой, и Асю пришлось сразу же прооперировать. У нее закрытая черепно-мозговая травма, множество внутренних повреждений и сломана ключица. Сейчас она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. На сегодняшний день состояние ребенка остается очень тяжелым. Сознание кома-2. Она у нас находится на аппаратном дыхании. По некоторым данным, несовершеннолетний водитель 14-й неоднократно устраивал гонки. Во время происшествия он был трезв. У него нет прав, но несмотря на это, за рулем он уже 2 года. Это происшествие стало возможно в связи с тем, что сознательные взрослые, прекрасно понимая ответственность за управление транспортным средством без прав, за передачу руля лицу, не имеющему на это права. На встречу с инспектором по делам несовершеннолетних виновник аварии не пришел, сославшись, что ему надо на учебу. Машину подростку купила его тетя, которая выступать на камеру отказалась. По ее словам, у племянника нет родителей. Она воспитывает его с 8 месяцев, и они оба сожалеют о случившемся. Оправдание фаалищиц. Хандалари. Жизни отхугваться, что-то машина. Не мог он это предвидеть. Пока идут следственные мероприятия, экспертам предстоит выяснить степень вины всех участников дорожного происшествия. Хадия Дельбиева, Элиас Дасхоев, Новости 24. Богатство русского языка уже давно ставят под сомнение, мотивируя это увеличением количества употребляемых иностранных слов и жаргонизмов. Имеет ли право русская речь адаптироваться под современность, или надо во что бы то ни стало удержать и сохранить язык классиков? Вот такую дилемму преподаватели русского языка со всех школ республики сегодня пытались разрешить на конференции в актовом зале гимназии «Марем». Подробности в сюжете Мадины Албогачиевой. Богатый русский язык. Его восхваляли поэты. Но в наше время он претерпел всевозможные изменения, и теперь это не тот язык, на котором говорили Пушкин и Лермонтов. Как отметила в своем докладе Татьяна Жеребила, в нашей речи много иностранных слов. С одной стороны, язык вроде бы развивается, но с другой, из-за новых чужеземных слов старыми не пользуются, в результате чего язык подменяется. Сегодняшний доклад, он принципиален не в том смысле, что русский язык является как бы духовным собирателем народа, но еще и в том смысле, что вот эта наша совместная работа, она помогает объединить усилия исследователей, школьных учителей, вузовских преподавателей, аспирантов, докторантов, магистров, и, в общем-то, сделать в области русского языкознания определенные открытия.
Айшат Картоева – учитель русского и ингушского языка. Она дала совет коллегам, как можно с помощью афоризмов привить любовь к языку. Для этого нужно искать высказывания деятелей литературы, творчества о важности правильной и красивой речи и читать их детям на уроке. Например, русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. Это сказал Куприн. Или вот еще одно. «Заберите у меня все, но оставьте мне мою речь, и скоро я обрету все, что имел». Это высказывание Уэбстера. Такая конференция, она просто необходима. Она не только объединяет педагогов, приводит к общим целям, к общим решениям, но и, конечно, является одним из факторов развития языка, что немаловажно для подрастающего поколения. Мероприятие проводится ежегодно. В следующем году планируется межрегиональная конференция. Мадина Албагачиева, Адам Шибилов. Новости 24. Сегодня в Назрановской гимназии провели большое новогоднее представление для младших классов. Оппонентами добрых дел традиционного семейного подряда Дед Мороз и его внучки выступили Леший, Кикимора и Карабас-Барабас. Наш корреспондент Зарема Бекова вместе с юными зрителями наблюдала за противостоянием добра и зла. В театрализованном представлении отрицательный герой старается оттянуть приближение Нового года. Но, как обычно, добро побеждает зло. Сказочные персонажи не дают скучать маленьким непоседам, пришедшим на новогодний праздник. Это шоу придумали так, чтобы зрители приняли в нем активное участие. Дети танцуют, поют, рассказывают стихи на разных языках – русском, ингушском, английском. Их кураторы тоже приняли участие в новогоднем празднике наравне со своими учениками. Наши классные кураторы, наши учителя хореографии, музыки, они постарались и вот устроили такой праздник. Мне понравились сегодня Кикимора, Дед Мороз и Снегурочка. Сегодня очень понравилось, как тут были Дед Мороз со Снегурочкой. Мне понравилось, как все дети тут танцевали. Новый год – яркий и волшебный праздник. Этот праздник мы всегда так ждем. Но еще больше его ждут самые маленькие светлые человечки, наши детки. Они верят в сказку, верят, что добро всегда побеждает зло. И верят, что Дед Мороз обязательно принесет им долгожданный подарок. Зарема Бекова, Ахмед Парчиев, Новости 24. Еще один новогодний праздник прошел и в третьей школе города Назрань. Представление устроили актеры театра юного зрителя. Впрочем, и сами школьники проявили творческую инициативу. О сказках с национальным колоритом. Репортаж нашего корреспондента. Спортивный зал школы номер 3 украсили так, что не узнать. Здесь танцуют и поют, разыгрывают сценки и проводят конкурсы. На школьную елку собрались ученики младших классов и их родители. А самым юным зрителем на праздничном концерте стал 11-месячный Адам. Развлекать детей приехали артисты театра юного зрителя. Сценки из русских сказок здесь сочетались с национальными мотивами. Так вместо привычной бабы-яги была Горбаш, которая пела и отплясывала по-ингушски. Свои творческие способности продемонстрировали не только артисты, но и сами школьники. Отличница Мадина тоже подготовилась к елке. С Новым годом, с песней, с пляской, хороводом, всюду игры, танцы, смех, наша елка лучше всех. После окончания предновогоднего представления дети проследовали в свои классы, где им раздали подарки от Деда Мороза. По словам директора школы, к празднованию наступающего Нового года весь преподавательский состав для учащихся школы подготовил очень насыщенную праздничную программу. Вы видите, с каким удовольствием малыши и их родители принимают участие в этом мероприятии. Как они довольны и счастливы сегодня. Полностью все рисунки, которые вы видите на стенах, это сделаны нашими учащимися. Был проведен конкурс на лучшую новогоднюю газету. Также на кружках школьных были сделаны некоторые игрушки, которые висят на нашей елке. То есть и учащиеся принимали активное участие в подготовке этого мероприятия и оформлении зала и елки. Такой замечательный праздник, как Новый год, для маленьких детей это огромная радость, а для родителей это большое счастье, что их ребенок остался доволен таким представлением. Руслан Албагачиев, Ильяс Курскиев, Рахман Цуров, Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной ночи.